В столице республики на проспекте Зязикова вдоль аллеи Матери несколько месяцев назад было установлено ограждение. Это решение вызвало неоднозначную реакцию среди жителей, разделив их на 3 условных лагеря. Одни поддерживают установку, видя в ней средства повышения безопасности, другие же выражают недовольство, указывая на существенные неудобства, связанные с изменением транспортного потока. Есть и те, кто к этой ситуации относится нейтрально. Где-то в середине, под конец лета домой с Бардин, аута. Ногту шамдацу, пока машина тват. Хул наха, машина залилась бы наха, цанхалху. Сторонники установки ограждения акцентируют внимание на вопросах безопасности. Их аргументация сводится к тому, что ограждение призвано предотвратить несанкционированный доступ транспорта, в первую очередь на пешеходную зону аллеи, где гуляют дети, пожилые люди, мамы с колясками. Ограждение создает физический барьер, исключая случайный или намеренный заезд транспортных средств на территорию, предназначенную исключительно для пешеходов. Представители властей, поддерживая установку ограждения, часто ссылаются на необходимость обеспечения мер безопасности для горожан, особенно в условиях плотной городской застройки и интенсивного движения. Утверждается, что подобное решение принято с целью создания более защищенной среды для пешеходов. Лично сам выезжал после нескольких жалоб на эту аллею. Я сам лично своими глазами видел вдоль аллеи, когда включают громко музыку, как это в народе, пробуксовки, машины катаются, и видел, как женщина не может перейти с аллеи в сторону дома коляской. После этого нами было принято решение, согласовав, конечно, это и с ГАИ, со всеми, мы приняли решение временно перекрыть эту дорогу, чтобы отвыкли те, кто там собирается. Половина столичных жителей недовольна установленным ограждением. Из-за нее надо объезжать несколько кварталов, чтобы добраться до привычных мест. Это увеличивает время в пути, расход топлива и создает дополнительные пробки на альтернативных улицах, которые не всегда рассчитаны на такую нагрузку. Критики ограждения выражают мнение, что власти не учли реальные потребности и привычный образ жизни горожан, приняв решение, которое хоть и мотивировано безопасностью, в итоге создает больше проблем, чем решает. А другая половина жителей считает, что установленное ограждение – это вынужденная мера. Я за тот же закон о тишине, который у нас принят, по-моему, в 22-м месте. По инициативе прокурора, и Народное собрание, по-моему, поддержало и продлили закон с 22 до 8 часов. Это закон о тишине. Кто должен принуждать, так сказать, население к соблюдению этого закона? Есть факты его нарушения кругом, и никто по крайней мере, люди взяли инициативу в свои руки. Я в этом доме живу, эту дорогу не просто так закрыли. Ее закрыли, потому что здесь жить невозможно. Машины здесь гоняют с глушителями, с двигателями этими. Вот сюда наверху, где квадроциклы поднимаются, крутят, вертят, что угодно делают. Здесь очень сильно шумно, невозможно жить. В настоящее время жители Магаса продолжают обсуждать установленное ограждение и поиск оптимального решения, которое бы устраивало большинство и обеспечивало необходимый уровень безопасности. Остается актуальная задача и для городских властей. Мадина Цоро, Билал Ахильгов, Магас, 24. И вот вечером стало известно, что участок дороги вдоль аллеи Матери в Магасе открыли для движения автомобилей. И вот как прокомментировал это глава администрации Магаса Муса Тимурзиев. Дорога была перекрыта. Лично мое было решение принято мною, потому что очень много детей на этой аллее бывает во время каникул. То есть, когда в школе каникулы, дети там отдыхают, бегают через дорогу. Несмотря, что есть пешеходный переход, они могут бегать и по-другому. Поэтому мы решили его закрыть до 1 ноября. И каждый год такое решение будет приниматься. Значит, конец мая, начало июня мы его будем закрывать, вплоть до конца октября. Очень много жителей просит меня, чтобы я его вообще не открывал, чтобы вообще сделать эту улицу пешеходной. Этот вариант мы тоже будем вместе с общественным советом, вместе с депутатами рассматривать. Какое решение мы примем, обязательно вам сообщим чуть позже.